Для таких случаев вот здесь дровяник у нас расположен такой. Так, у меня хороший помощник такой. Ягоды вон тоже вместе собираем. Помидоры, кусты помидоров. Вон уже есть. Помидорчики уже висят. Ну-ка, с кошкой подружились. Вот еще кабачок. Тыквенные конфеты тоже понравились. Чтобы помочь Маше, как бы, мне надо всегда нанимать работника. Всем привет, друзья! Сегодня снова на участке такой. И у нас что? Ну, обычные будни в деревне. То еще. Сегодня опять пригласил Алексея. Ветерок такой, освежающий ветерок. Правда, изредка он появляется, но такая жара. Ну, жара основная, там вот эти вот это 30-градусная жара, 35 там в тени. Сегодня уже где-то 25 и терпеть можно. Терпеть можно. И еще такой нет-нет, да такой ветерок подует приятный. И вообще ну, нормально. И вот решили заняться. У нас тут накопился, ну как, мы говорим, что это мусор. Ну, в нашем менталитете это йог пылитный. Ну вот это вот все. Остатки там этих жердей, остатки, вот, например, баню разбирали, там пол разобрали, он гнилой, там, потом он высох, что, ну, более-менее так, подходящее, высох, и сейчас будем на дрова там спиливать, ну, короче, вот этим делом заниматься. Там старый дровяник перед окнами, там тоже надо эти все снизу, вот эти жерди, что были внизу, ну, как лаги, это тоже там они уже немножко гнили, на солнце высохли, тоже на дрова будем пилить. Этим чем будет заниматься Алексей. Алексей будет заниматься, я поснимаю, если, ну, что я смогу на огороде, то и поснимаю, как говорится. Чем богаты, тем и рады. Вот. Ну что, все, день, как говорится, опять начинается. Хотя солнце уже высоко, но не получается у меня вставать 3 часа утра, конечно. 3 часа утра, если встать, то да, вообще четко. И солнца нету такого палящего, и приятная такая прохлада еще. Но 3 часа утра мы крепко еще спали. Вот. Я просыпаюсь, на стриме говорил, я просыпаюсь где-то часа 4, потом лежу. Потом лежу, когда жду, когда проснется Маша, и потом уже вместе встаем. Вот так. Ну что, все, продолжаем заниматься, а я с камерой в руках буду показывать. Все, всем приятного просмотра в дальнейшем. Ну вот, Алексей этим делом занимается. Постепенно будет пилить вот этот на дрова. На дрова еще очень даже, ну, как бы твердый материал. Немножко сверху подгнил, а внутри еще как бы крепкое, крепкое мясо. Ну, для дров самое то. Они сухие вообще. И вот, особенно вот в эти летние дни использовать, например, там на баню, или когда немножко похолодает, там и дом можно, на дом можно использовать, и на уличную печку вон. Но в этом году еще толком уличную печку даже и не топили. Не было такого случая еще, что просто где-то как-то там варенье, да что-то варить будем, да. Вот. Вот так.
Ну, для этого случая, для таких случаев вот здесь дровяник у нас расположен такой. А ты потом это вот сюда складывай. Вот налево, вот сюда. Сейчас. Вот сюда складывай. Ага. Тут еще место есть. Туда. И соседи там включили триммер. Тоже траву, наверное, почат. Но сегодня более-менее так не жарко. Ну что, на огороде у нас что творится? Картошка, он зацвела. Цветы такие. Ну вот, везде уже. В основном появляются вот эти цветочки. Вот здесь на огороде они фиолетовые. Но это здесь не идеал. А у идеала белые цветы такие. Сейчас вот подъеду к идеалу. Там белые цветочки. Вот здесь уже цветочки белые. Видите? Белые цветочки. Здесь вот идеал. Здесь идеал картошка. Тоже нормально там зацветает. Но вот эти осот остался. И надо походить там, повырывать немножко. Вот. О, какое поле. Цветы белые вот у идеала. Вот. Как уже, как показал он, картошка у нас зацвела вся. Сейчас цветет, все нормально. Что вот сорт Аврора, что Идеал, все нормально там зацвели. И, листва более-менее так укрыла. Сейчас уже не очень, страшно, вот эта засуха, потому что листва более-менее такая покрыла и влагу, как бы сохраняет. Вот, что там, клубнику укрыли пока этой, не тканкой, надо вот щеточку купить от этого, от воробьев, да, от сороки, да, что да. Потому что клубника у нас уже, как бы есть тоже. Потихоньку начинаем кушать, там в свежем виде, конечно, с молоком, там просто свежую клубнику или с сахаром, потому что не кислая клубника. Я вот пробовал, вроде как не кислая, нормально. Вот. Ну и остальное все потихоньку растет. Вот сейчас Маша там поснимала, она вечером с малышкой, там Маша занималась огородными делами своими, там малышка подошел к ней, и она там вместе там минут, немножко поснимала там, как она с ней, что возится, и парники в этом году скудное дело вообще, я туда не суюсь, но Маша там немножко покажет, сама вот поснимает, сейчас вот момент этот вставлю, вот это видео. Вот. Я дальше там пройдусь по участку, да, Алексею подскажу, что там, где там мусор, этот убрать еще. Как бы, он все равно, он ведь не на своем участке, и он много там не знает, надо подсказать. Конечно, он пилит, и что я скажу, пилит и сделает, он все это сделает, но просто вот там закончится, например, фронт, небольшой фронт даю, фронт работы, и как бы он это делает, потом заканчивается, а потом новую задачу ставлю, и он так делает. Вот так. У меня хороший помощник такой. Вот. Собираю клубнику. Малышка вместе со мной. Мурлычет только. Да, малыш? А, малыш? Жук. И в кусты залезет. И под кустом полежит.
Села. В кусты залезла и села туда. Малышка. Да, клубника там. Там клубника. Что-то вынюхивает. Что там вынюхивает? Малыш. Вот, и улегся туда. Да, малышка? Помощник ты мой. Вечером вместе поливаем, выходим тоже, да. Ягоды вон тоже вместе собираем. Вышла, его не было. И с гулянки, наверное, пришел потом. Уже здесь я сорняки убирала, когда потом он подошел. Да, малыш? Ай, малышка ты. Да? Рядышком потом все ходит. Вот как тут он лежать, балдеет. На земле-то прохладнее. И вот и балдеет, лежит. В доме духота. Покажу помидоры, кусты помидоров. Вон уже есть. Помидорчики уже висят. Здесь тоже уже есть. Ну да, и малышка тут, как тут. И малышка тут, как тут. Да, малышка? Ты везде у меня появляешься. Да, это для тебя повесили, наверное, да? Так, раз, два, три, четыре, пять. 5 кустиков помидоров. Это которую капусту посылали. Малыш. Это у Сергея сестра рассаду привозила. Ну, вон как, смотрите. Я уже побрызгала. Сделала такой раствор из крапивы и из хозяйственного мыла. Раньше уже побрызгала. И вчера тоже побрызгала этим раствором. Вроде бы сейчас бабочки эти не летают. И репку вон тоже все обкусали. Но здесь вон бабочка-то летает. Здесь тоже так-то побрызгала этим же раствором. Но, наверное, бабочки все равно еще летают. Не знаю, потом дальше покушает, искусает или нет. Потому что все листья вон, все в дырках. Да, малышка? Малышка впереди меня топает. Важным ходом. Да, малышка? Да, как же ей хорошо-то здесь на грядках со мной, вместе со мной. Значит, клубнику почистила немножечко так, вот. А потом, наверное, прошлогодним укрывала, что сеткой она что-то уже никудышная стала. Придется, наверное, посмотреть что-нибудь наподобие или это занавесок, тюль. Что-нибудь этим, наверное, придется покрыть, так как птички летают уже, и клубнику уже немножко уже есть обкусанные.
половинчатые клубнички появляются. Вот. Птички это очень любят, летают. Вот, а сейчас я и сорняки убрала. У меня здесь сейчас еще больше все видно стало, где что клубника висит. Вот. И придется, наверное, что-нибудь укрыть. Или нетканку. В магазине, если есть, купить и нетканкой укрыть клубнику. А то клубника не достанется нам. Все птички поклюют клубнику и все. Так, малышка куда-то, наверное. Малышка вон у нас, возле собачки. Гадак смотрит, интересно. Да. Умка-то не лает, а вот Айда-то вон, на кошку-то вон как лает. Умка с кошкой подружились. Умка спокойно относится. У нас кабачки уже есть. Там уже кабачок какой большой. Вот еще кабачок. И здесь тоже в каждом кусте, каждом. Вот. Здесь я тыквы посадила. Вон у меня тыквы, листья тыквы. 3 штуки. А здесь капуста. Осталось место, и капусту тоже вон посадила. Вот, как-то так. Пусть растет. Тыква нам понравилась сделать. Тыквенные конфеты тоже понравились. Вот. Если тыква будет, наверное, сделаем тоже конфеты. С чаем очень вкусно. Ай, да хватит тебе уже там лаять. Да, хватит тебе там лаять. Ну что, друзья, вот Маша там показала немножко свои владения. Ну, как говорится, что помидоры уже там, ну, как бы есть, как они называются, клубни или ягоды, как. Ну, помидоры не ягода, но где-то слышал, что версия как... Ну, вот клубни образовались у помидора, вот эти комочки. Дальше потом клубника. Клубника уже вот красненькая такая. Вот. Ну и остальное все поспевает. Там кабачки и все остальное. Картошка зацвела. Картошка зацвела, и думаю, сейчас уже вот засуха не очень-то будет влиять, потому что ботва, как уже говорил, закрыла это все дело. Мало что поснимать, конечно, получилось, потому что очень сильная жара. Вот до сих пор, вот я сейчас вечер, да, под вечер уже, ну, как бы под вечер, да, и до сих пор печет прям, ну, вот невозможно. Я там в тенечке там посидел немножко тоже там. Алексей все сделал, вот, ну, что я запланировал, еще что у меня силы было там, тоже там вот вместе с ним находиться, он все это работал. И оставили на следующий день работы. Надо заниматься, что-то делать с сайдерной будкой, ремонтировать. Посмотрели, столбы еще крепкие. Вот сами доски надо убрать и новые прибить. И пол еще сделать. Ну, само собой, крышу уже потом тоже будем менять. Но самы вот, у нас будка, она не, ну, как бы не передвижная. То есть, она, столбы закопаны в землю. И они довольно такие, ну, твердые прямо, ну, ничего не сгнило еще. Вот. И решено было отремонтировать эту будку. Новый пол, новые стены и новую крышу. И основание останется старым. И все будет тип-топ, короче говоря. Вот. Алексей мне в этом обязательно поможет. И что я хочу сказать. Вот были-то стримы, да, там денежки финансово мне поддержали подписчики. И большое вам спасибо, потому что у меня все деньги будут уходить, ну, в основном
два направления. Направление на поддержку, на развитие канала в техническом плане, там камеры, там и еще, ну, микрофон, там еще что-то. Вот в этом плане будет. Дальше второе направление это на деревенские нужды. Там один донат был, так и пришел с озвучкой на деревенские нужды. Потому что, чтобы помочь Маше, как бы, мне надо всегда нанимать работника. Но хоть и Алексей родственник, он тоже работает где-то. Значит, надо отпрашиваться, и у него пропадает вот этот, ну, рабочий день, как бы, где платят денежку тоже. И, соответственно, мне тоже неудобно, и мне надо платить. А сейчас такой небольшой отпуск у него, и во время этого отпуска он вызвался сам тоже помогать, но у него семья, у него ребенок, надо тоже кормить семью, и, как говорится, ну, без зарплаты я не могу оставить человека. Вот, тоже немножко денежку надо заплатить человеку. И вот эти донаты мне деревенские нужды очень помогают. Вот спасибо вам большое за это тоже. Вот так. Я, наверное, буду заканчивать, друзья. Печет, ну, невозможно прям вот. Прям вот как бы, как на сковороде сижу. И буду заканчивать. И все. Всем пока. Смотрите наши ролики очередные. Ну, что могу, буду вкратце снимать. Так, всем пока, друзья.